Добрый вечер. Сегодня 14 октября, 595-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». В Крыму продолжаются политические преследования участников митинга 26 февраля 2014 года. Тогда крымские татары на одни сутки удержали территориальную целостность Украины. Многотысячный митинг под стенами местного парламента не разрешил Верховной Раде Крыма принять решение о референдуме о присоединении к России. Сегодня в Киевском суде Симферополя прошло судебное заседание по делу Али Асанова, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках. С 16 апреля Али Асанова держат под арестом, и суд продлил срок содержания его под стражей до 19 ноября 2015 года. У Али Асанова отец-инвалид и 4 несовершеннолетних детей. Младшему еще нет месяца. Нас уведомили об окончании предварительного расследования и предъявления материалов уголовного дела для ознакомления. И то есть продлевают стражу в связи с тем, что необходим срок для ознакомления с материалами уголовного дела. Детям просто тяжело с детьми, объяснить тяжело детям просто. Почему они не видят отца? А в Армянске суд перенес рассмотрение дела 3 мая 2014 года над Таиром Смедляевым и Эдемом Осмадовым на 27 октября. В прошлом году, 3 мая, крымские татары прорвали границу, пытаясь впустить национального лидера Мустафу Джемилева на полуостров. Сегодня уже суд принял решение доставить приводом свидетеля. Потому что этот работник правоохранительных органов, не знаю, как-то им можно, наверное, столько игнорировать решение суда. Наверное, собирают еще какие-то материалы, да, еще что-то. Потому что мы же прекрасно знаем, что и дело 3 мая, и дело 26 февраля – это за уши притянутые судебные дела. Российские силовики оставили в покое памятник Тарасу Шевченко в Симферополе, передают Крым Реалии. Утром памятник Кобзаря окружили полицейские и люди в штатском. За время аннексии это место стало символом неповиновения российскому нашествию. Ночью проукраинские активисты возложили к мемориалу Шевченко цветы в честь Дня защитника Отечества и Дня УПА. После отъезда полиции и служащих ФСБ люди скотчем прикрепили желтые и голубые гвоздики к памятнику Шевченко. В ЕС не намерены снимать или ослаблять санкции против России, введенные вследствие аннексии Крыма. Евродепутат Ребекка Хармс в интервью «Радио Свобода» сообщила, что, по ее мнению, санкции, которые были введены, в том числе из-за агрессии на Донбассе, нельзя смягчать до полного выполнения Минских соглашений. В этом году, в июне, Евросоюз продлил экономические санкции, введенные в отношении России из-за агрессии на востоке Украины, до 31 января 2016 года. Зараз немає мови про те, щоб зняти санкції, запроваджені через Крим. Коли кажуть про послаблення чи зміну санкцій, це стосується економічних санкцій, запроваджених через війну на Донбасі. Крим – це окреме питання. У питанні Донбасу ми маємо санкції, робимо дипломатичні зусилля, маємо Мінські угоди. Ми таким чином намагаємося, і я зараховую себе до тих європейців, які намагаються зробити все для того, щоб покласти край людським смертям. Але водночас дати зрозуміти, що немає воєнного вирішення цього питання. Гражданская блокада Крыма продолжается. Сегодня 25 дней, как активисты на 3 пропускных пунктах Херсонщины не пускают грузы на временно аннексированный полуостров. С 20 сентября участники блокады вместе с добровольческими батальонами перекрыли торговлю. Украинский парламент до сих пор не смог отменить закон о свободной экономической зоне Крым, который позволил олигархам зарабатывать на аннексии. С утра в базах, где дислоцируются батальоны и активисты, участвующие в блокаде Крыма, прошло построение. Там же провели молебен. 14 жовтня для християн, для українців це велике свято, День Покрови Божої Матері. Для військових це особливе свято, тому що вважається, що Покрова Божа Матір є захисницею усіх воїнів. Тобто для нас, як для людей, які воюють, це, можна сказати, наше свято. Воно має дуже давню традицію і прийнято вважати, що 14 жовтня – це є днем козацтва, днем заснування УПА. Сьогодні у нас була святкова служба, молебень був. Ось сьогодні я маю надію, що буде святкова вечеря, принаймні нам так проанонсували. На пунктах пропуска побывали волонтеры. Они привезли для бойцов открытки и сладости, приготовленные детьми из интерната.
Просто мы приехали, как громадяне Украины, поддержать крымско-татарский народ. Дети неделю готовились к этой акции, то есть собрали плакаты, флаг, открытки, рисунки, выпечку, немножко медпрепаратов, сладостей, чая. Здесь пожелания солдатам, крымско-татарскому народу, потому что мы с вами с 2014 года, с первой акции, когда женщины перекрывали трассу, 7 марта была акция «Женщины за мир без войны». Активисты, которые участвуют в блокаде, тоже своими руками готовили подарки для защитников Отечества. Они из веревок плели браслеты, которые могут пригодиться в экстренных ситуациях. Браслеты из паракорда, как браслет выживания. Туда плетают леску, крючки, огниво, потом мешковинный кусочек. И на разрыв это стропа парашютная, паракорд 550. Она идет 550 килограмм на разрыв. То есть человек может вытянуть себя, карабином может где-то что-то прицепить, там отмотать же тот же ножик к дереву, ну, к какому-то древу будет уже копье. А женщины, бойцов и участников блокады накормили праздничным обедом. Сейчас готовят для них ужин. Сегодня делаем котлома, это крымско-татарские пышки, затем сделаем пирожки украинские с картошкой и, как мы хотели еще что сделать сегодня, и хаурма с курицей. Вот. Так что у нас сегодня праздничный обед и ужин. На пунктах пропуска ветер немного стих. Участники блокады благоустраивают блокпосты и сам штаб. На стенах вывешивают большие портреты крымско-татарских и украинских национальных героев. Нашего уважаемого Нумана Челбичихана уже портрет висит его. Планируем дальше вот этот ряд флагами, флагштоки сделать. И кто будет, наши побратимы, приезжать, это все будет заставлено их добровольцы, их флагами. Цель какая цель? Что Украина и крымские татары вместе, это все украинцы. Что мы за одно целое, это все. За свободную Украину, за свободный Крым. Сегодня же активисты на мобильной вышке в Чангаре установили государственный и крымско-татарский флаг. Он виден из поста блокады и с административной границы с Крымом. Шевкет Аматулаев, Алим Абдулхаиров, Асан Аминов, Олег Казыкин, Заман, АТР. Пьяный таможенник против трезвых милиционеров. Ночью за руководителем Каховской таможни на Херсонщине началась настоящая погоня. Он пытался убежать от милиционеров. Таможенника задержали. Подробности знают наши корреспонденты. Внедорожник Hyundai участники блокады Крыма, представители правого сектора и милиции остановили на посту поздно ночью. Машина ехала со стороны админграницы с Крымом. Участники блокады учуяли запах спиртного. Он сказал, что его зовут Сергей, что он начальник таможни. Больше информации не давал. И ждем ГАИ. ГАИ составляет протокол, забирает его, не забирает, эвакуирует. Вы же понимаете, сейчас кто-то с кем-то начнет договариваться. За рулем водитель вышиванки. При виде телекамеры прячется и закрывает окна машины. Я говорю, стекло не трогаем. Представьтесь, пожалуйста. Стекло не трогаем, хорошо? Представьтесь, пожалуйста. Спасибо. Что произошло? А при виде машины ГАИ водитель вовсе решил скрыться. Давай, догоняй! Беглец далеко уехать не смог. Через несколько километров сотрудники ГАИ его догнали. Говорят, он мчал со скоростью 200 километров в час. Можно как-то камеру, свет выключить? Водителя с признаками опьянения решили отвезти в Геническую районную больницу на медосвидетельствование. Вы уже один из, наверное, 20, который хотел моих детей сиротами оставить. Вам не стыдно, Сереж? Или работнику госучреждения все можно? Освидетельствование проходило за закрытыми дверьми, без телекамер. Двери откройте, пожалуйста. Там уже беглец и рассказал, кем и где работает. Где и кем работает? Я исполняю обязанности начальника таможенного поста. Мытного поста Каховка, запятая, Херсонская мытница, Херсонская с большой буквы. Мытница, ДФС, 3 буквы, большой буквы.
Державна фіскальна служба України. Фамилия, имя, отчество. Степовый Микола Петрович. Задержанный водитель утверждал, ничего из спиртного не пил. А что пил сегодня? Из жидкости? Ну да. Ну, компот пил. То есть смысл алкоголь вы не пили? Алкоголь нет. Однако алкотестер показал другой результат. Первый раз 2,2 промилле. Во второй раз, через 15 минут, показатель стал еще выше. Угу. 2,97. А допустимая норма всего 0,2 промилле. Освидетельствование показало опьянение беглеца, превышающее допустимую норму почти в 15 раз. Вы с заключением согласны, нет? Первоначально, да. Первоначально, да. С каким? Вот, который вот... Ну да. Алкогольное опьянение, что первое, что второе. Одно и то же. Я с первоначальным, да. Ну первоначально 2,22 вот записал. Тут заключение, алкогольное опьянение. Ну это подпишу, конечно. Вы понимаете, что людей чуть не задавили? Понимаете? Нет, люди под машину заходили. Так они же вас остановили, это пост был. Двери освободите, пожалуйста. Уже на посту ГАИ на пьяного начальника таможенного поста Каховки составили админпротокол по 130 статье КоАП, а машину забрали на штрафплощадку. Окончательное решение по делу уже вынесет суд. Либо же арест, либо лишение водительского удостоверения. Ну а штраф, какую сумму, арест на какой срок? 3400. Арест 7 или 15 суток, вот это я сказать не могу. А лишение прав на год. Водитель причины своей пьяной езды и попытки наезда на участников блокады Крыма так и не объяснил. Активисты блокады готовят заявление. Хотят привлечения чиновника таможенной службы к уголовной ответственности за наезд при бегстве с блокпоста. Шевкет Аматулаев, Алим Абдулхаиров, Асан Аминов, Олег Козыкин, Заман, АТР. Глава службы внешней разведки Украины объявил сенсационные данные по количеству предателей. Виктор Гвоздь привел в пример Крым после аннексии. Большинство разведчиков предали украинскую присягу и не покинули полуостров по требованию Киева. 87% украинских разведчиков в Крыму перешли на сторону Росії. Тільки невеликий приклад приведу по Криму. Я очолив розвідку, коли Крим вже був окупований. Тільки 13% особового складу розвідки вийшло з Криму. Вам пояснювати більше нічого не потрібно. Всі інші залишились на тій стороні. Про Донецьк, Луганськ говорити не буду. Британское издательство Oxford University Press выпустило социально-экономический атлас мира на 2016 год, в котором Крым является частью России. Об этом на своей странице в Facebook сообщает посольство Украины в Великобритании. Посольство Украины настоятельно призывает издательский дом исправить ошибку, поскольку она может сослужить дурную славу Oxford University Press, отмечает посольство. На днях известное французское издательство «Ля Рус» также отделило Крым от Украины на карте мира. Следы теракта в Анкаре ведут в Сирию. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган. Мир уже объявил субботний теракт в Анкаре турецким 11 сентября. Во время антивоенного митинга возле железнодорожного вокзала 2 террориста-смертника взорвали себя в толпе. Теракт унес жизни 97 человек, более 200 граждан получили ранения. Следы смертников в Анкаре ведут в Сирию. Президент Турции Эрдоган заявляет, отчет спецслужб указывает, к теракту причастны сирийские боевики. От обязанностей также отстранили 3 высокопоставленных чиновников. Начальник полиции Анкары, а также главы службы разведки и безопасности города передали свои обязанности заместителям на время следствия, сообщили в турецком министерстве внутренних дел. Сегодня Эрдоган посетил место трагедии. Накануне власти Стамбула запретили митинг в память жертв теракта. Полиция заблокировала марш профсоюзов и общественных организаций. Акция переросла в столкновение. Поліція за наказом згори влаштовує облави на страйкувальників. Навіть 4 людини не можуть зібратися, аби вшанувати жертву теракту. Лише одній людині дозволено це робити. Не позволили акцию и в Анкаре. Полиция разогнала марш оппозиции и не пропустила митингующих к месту трагедии. В знак протеста люди сели на дорогу.
Два мощных взрыва прогремели у главного железнодорожного вокзала Анкары 10 октября. Теракт унес жизни около сотни человек, более 200 ранены. Ответственность за субботнее нападение пока не взял никто. Наталья Калинка, Мария Бахмат, Заман, АТР. Национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев получил награду «Народный герой Украины». Свой орден Джемилев получил из рук экс-президента Грузии и одесского губернатора Михаила Саакашвили. Народный герой Украины – негосударственная награда, которую основали в этом году. Солидное пополнение. В семье Халиловых из Судака сегодня тройной праздник. Ильвер и Эльвира стали родителями тройни. Две девочки и мальчик родились крепкими и здоровыми. Наши корреспонденты уже навестили многодетную маму. Софие, Эдие и Эмир. Такие имена выбрали Эльвира и Эльвира для своих малышей. Пока многодетная мама приходит в себя, новорожденные сладко спят. Хорошо себя чувствую, отхожу от наркоза потихонечку. Ощущения разные вообще. Радость. Да, неожиданно, да, что тройня будет вообще. Да, до сегодняшнего дня не верилось вообще. Ни отцу, ни мне. По словам врачей, многоплодная беременность протекает сложно и связана с множеством рисков. Несмотря на это, малыши Халиловы родились крепкими и здоровыми. Появление на свет тройни – явление достаточно редкое. И хоть в роду Эльвира и Эльвиры есть двойняшки, они никак не ожидали в своей семье тройню. Как узнали, сразу такие, ничего себе, так. В шоке были все. Ощущения, мы очень счастливы. Вот. Очень ждали этого момента. Хочу поблагодарить, очень благодарны Симферопольскому перинатальному центру. Тройняшки не первые дети семьи Халиловых. У Эльвира и Эльвиры есть 4-летний сын. Но на этом семейная пара не останавливается. По словам главы семейства, если Аллах пошлет им еще больше детей, они будут только рады. На этом пока все. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами.